Добрый вечер, вы смотрите информационный выпуск «Сегодня» в студии Георгий Плев. Смотрите в выпуске. Делегации из России и Абхазии в Цхинвале с рабочим визитом были осмотрены объекты инвестпрограммы. Во Владикавказе презентовали энциклопедию осетинской нартиады Людвига Чибирова. Продолжаются работы по приведению в порядок территории объектов культурного наследия. Киносеансы на свежем воздухе продолжаются. Очередные кадровые перестановки. Сегодня президент республики издал ряд указов. Таким образом, заместителем руководителя администрации президента назначен Алан Тибилов. С этой должности освобождена Анна Чочева. Руководителем аппарата правительства назначен Сармат Кутаев. Ранее эту должность занимал Алан Джусоев. Также от должности первого заместителя руководителя администрации президента освобожден Сослан Джусоев. От должности советника президента освобожден Эрик Пухаев. Эдуард Гагиев назначен начальником управления исполнения наказаний. Заместитель министра обороны по финансово-экономической работе назначена Фатима Кочева. Еще одним указом президента Соня Хубаева освобождена от должности уполномоченного при президенте по делам религии. Залина Баева освобождена от должности начальника управления по вопросам госслужбы, наград и кадров. Южную Осетию с двухдневным рабочим визитом прибыла делегация из Российской Федерации. Представитель управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами во главе с Игорем Масловым. Гости проверили ход строящихся объектов в рамках инвестиционной программы. В первую очередь была проинспектирована стройплощадка детского лагеря в ущелье Мзив Гомдзавского района. Делегацию сопровождал председатель правительства Константин Джусоев и министр строительства Константин Елзаров. Гости ознакомились и с возможностями предприятия «Ирбазальт», который на полную мощность заработает уже в ноябре текущего года. Далее делегация направилась в Цхинвал. Были осмотрены новые корпуса на месте бывшей текстильной фабрики. Замечаний нет, квартиры хорошие, поэтому самое главное, чтобы нуждающиеся люди смогли, прямо скажу по справедливости, получить жилье. Что касается детского лагеря, то там остаются вопросы, которые дополнительных решений потребуют, потому что лагерь детский – это только летняя, может быть, зимняя, смена, когда дети на каникулах, а все остальное время, когда учебный процесс, получается, что лагерь будет пустовать. Это и не совсем правильно с точки зрения экономики, и не совсем правильно с точки зрения того, что, в общем-то, зимой содержать здания, которые не используются, это приводит к их выходу из строя в достаточно краткие сроки. Поэтому у нас будет серия встреч и с президентом, и с правительством, с министрами. Будем думать, что с этим делать, и постараемся быстро найти выход из этого положения. Полностью материал смотрите сегодня в информационном выпуске «Абун». Энциклопедия осетинской нартиады в Североосетинском институте гуманитарных исследований состоялась презентация трехтомника заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора Людвига Чибирова.
Это фундаментальное многолетнее исследование в области нардского эпоса, древнейшего фольклорного памятника Осетии. Трехтомник является итогом работы коллектива ученых под руководством Чиберова. Мероприятие было организовано на высоком уровне. Гостей встречал ансамбль народных инструментов Государственной филармонии Северной Осетии. Также к презентации приурочили выставку работ учащихся детской художественной школы имени Султанбека Тавасиева, посвященную нардскому эпосу. Здесь представлены работы, которые рисовали ученики художественной школы в течение 30 лет. Фактически здесь есть, например, и мои работы, и моих учеников работы. То есть это такой временной отрезок достаточно большой. Вот. В коллекции нашей по нардскому эпосу много работ. На самом деле это всего лишь такая мизерная часть. Югостинскую делегацию возглавил госсоветник президента Константин Кочиев. Он назвал выход столь фундаментальной работы историческим событием и от лица главы государства Алана Гаглоева передал слова поздравлений собравшимся. Сегодня не просто историческое, эпохальное событие, на котором мы сейчас и присутствуем, выход в свет 3 томов фундаментального издания энциклопедия Осетинской Нартиады. Это огромное по значимости событие для нашего народа. Народ, если он сохраняет свой эпос, он продолжает нартовский род. Нартовский род жив, Алания жива, у нашего народа блестящее прошлое, надежное настоящее и, думается, великолепное будущее. Еще раз с праздником, дорогие друзья, коллеги. Желаю всем много таких счастливых дней, какой день вот сегодня пришел в Осетию с этим чудесным изданием. На презентацию были приглашены представители научно-культурной интеллигенции Юга и Севера Осетии. Председатель парламентского комитета по национальной политике и делам молодежи Северной Осетии Георгий Джоев отметил, что в республике объявлен год нардского эпоса. В связи с этим издание энциклопедии стало не только большим научным, но и культурным событием года. От лица председателя парламента Теймураза Тускаева он выразил слова благодарности авторам за многолетний труд. Сегодня на самом деле важный день для Осетии. В целом, эта книга закладывает такой своего рода фундамент не только для нашего подрастающего поколения, но и для нас с вами в целом. Спасибо за то, что подарили нашим жителям, спасибо за то, что дали возможность нашим молодым людям равняться на таких достойных старших и читать эту энциклопедию. Энциклопедия Осетинской Нартиады – первый фундаментальный труд, в котором представлены результаты многолетних исследований в области нартоведения. Коллектив авторов, задействованных в работе над трехтомником, включает более 10 имен ученых Юга и Севера Осетии. К созданию энциклопедии также были привлечены 56 специалистов из научных организаций России и ближнего зарубежья. Фольклористы, языковеды, литературоведы, философы, археологи, историки, этнографы. Работа над проектом длилась 6 лет. Автором масштабного проекта, главным редактором и руководителем рабочей группы является доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом этнологии СОИКСИ, заслуженный деятель науки Российской Федерации Людвиг Чибиров. Он отметил, что представленная работа является уникальным событием в мировой эпической практике. Энциклопедия Осетинской Нартиады – уникальный научный проект, не имеющий аналогов в международной энциклопедической практике. Это не только свод обобщения и унификации всей существующей литературы по осетинскому эпосу, но и в определенной степени этапный рубеж в развитии осетиноведения, который отражает новейшие достижения нартоведения. Энциклопедия позволяет получить целостное впечатление об эпосе, чего нельзя было сделать по справочным словарным статьям в энциклопедических изданиях «Мифы народов мира», «Народы и религии мира», «Мифы и религии народов мира» и другие. Книга отпечатана в Ростове-на-Дону. Была опубликована в частном издательстве «Абита». Тираж каждого тома составил 1000 экземпляров. Эльвира Тибилова, Александр Куков. Информационный выпуск сегодня. На Транскаме продолжаются строительные работы. Рабочие дорожной службы асфальтируют участок дороги в селе Хвце. К работам приступили месяц назад и планируют завершить их в течение 2 недель.
Ремонт включает асфальтирование отдельных участков, пришедших в негодность, и нанесение дорожной разметки. Больше месяца на Транскаме ведутся строительные работы. Дорожники заасфальтировали несколько километров дороги, провели ямочный ремонт. Сейчас рабочие бригады трудятся на участке близ села ХЦ. Здесь ремонтируется аварийный участок, который долгое время доставлял неудобства водителям. Участок в ближайшие дни будет заасфальтирован. 6 kilométer egy földár, asi az aszfalt szarsztam. Én magyar menő kúszulk arazám, dit tahatszai kese kúszulk is. Vi arazám be mechaudodi, melyügyem masinan hauttam, ja nugais kachtam, ja zachen szistam. A cipka elkenem, kúszámmal sem eljapad aszfaltas bunta, basát tekengyeztem me, sajfárse nukkari bajdagyeztem aszfalt. Также на южной части Транскама ведутся работы по укреплению дорожных парапетов. Подобные работы необходимо проводить каждый год. Paralelnem a kúszám abból csinálta arazám, parapéttel bente rost kenem, fendag materiálgynek kaptam maca kúszám, macele ukadvat kenem udundar. Параллельно дорожники наносят разметку. К августу на всей Транскавказской магистрали, начиная от поселка Дзау, появится новая дорожная разметка. Asi az 2 auguszta kamajul dar felam, Transkamnak nevegyén razmitka. Maftaner vesztaszívújnej fele tafarsztar kerette darudzséni razmitkama, aztaj daraszívúj kasúi. Дорожные службы в скором времени приступят и к ремонту полотна в первой галерее южной части Транскама. Также вместе с работниками энергоресурса они занимаются вопросами освещения от тоннеля до галереи. Зраса Кузаева, Регина Черткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. В населенных пунктах Цхинвальского района устанавливают новые уличные светильники. Коммунальные службы уже установили более 50 светодиодных ламп. Первые фонари зажглись в селах Хитагурово и Тибет. Районная ЖКХ приступит и к замене лампочек на перегоревших плафонах. Установили в селах Хитагурово, Тибет, Сатикар, Бикар, Отрев. Осталось Дампале, Тарцев, Гром и Джер. Должны установить 85 штук, а осенью еще будем устанавливать. А количество будем уточнять по заявкам. В Южной Осетии продолжается работа по приведению в порядок территории вокруг памятников архитектуры. Каждое министерство и ведомство взяло под патронаж один из объектов и своими силами приводит в надлежащий вид. Сегодня территорию крепости близ села Приз расчистили военнослужащие Министерства обороны. Работы ведутся по поручению президента Алана Гаглоева. Крепость близ села Приз, еще один объект культурного наследия, благоустраивается по поручению президента Алана Гаглоева. Ответственность за приведение в порядок этого объекта взяло на себя Министерство обороны. Сегодня в Южной Осетии происходит интересный процесс. Наверное, за последние 30 лет такое внимание со стороны руководства республики было обращено на наше материальное наследие. В первую очередь, конечно, это то решение, которое принял президент нашей республики, и уже 6-й памятник архитектурный, который находится на территории Южной Осетии, попадает под программу, скажем так, развития, восстановления и благоустройства. Это начальный этап, он будет, наверное, скорее всего продолжаться, и нас ждут интересные моменты, события. Представители оборонного ведомства на месте ознакомились с объемом работы, который предстоит сделать. Важно очистить от мусора и зарослей не только территорию крепости, но и благоустроить дорогу, ведущую к ней. Так как большинство объектов культурного наследия находятся в отдаленных местах республики, долгие годы за ними не было должного ухода. Огромные территории заросли травой и кустарниками. Предстоит немалый фронт работ с использованием специальной техники. Храмовый комплекс самоосвященного. Здесь не крепость, как мы его обычно называем, но монастырский комплекс. Это уникальное место, это очень древний храм. На 3-м этаже находится алтарная часть. То есть очень многих интересуется этим местом. И мы хотим облагородить его, сделать дорогу, провести, скосить здесь все.
ну, чтобы можно было безопасно проходить. То есть кустарники мы обрубим. Министерство обороны благоустроит также территорию святилища в селе Цхета. Это второй уже объект, который Министерство обороны берет под свой контроль, чтобы мы держали его, содержали в чистоте, и чтобы люди спокойно могли ходить сюда. Ну, здесь многие и так приходят, молятся в честь животворящего креста. С 2005 года мы и так за ним смотрим. Силами служащих Министерства обороны была восстановлена, полностью реконструирована вот эта часовня. Мы заменили ее на натуральную черепицу, брас. Это высококачественная черепица. Ну, внутри тоже мы хорошо его сделали. То есть поставили иконы. В нашей республике очень много культурных объектов, исторические памятники, древнейшие святилища, крепости. Своей красотой и загадочностью они привлекают не только местных жителей, но и туристов. Ну, во-первых, это сохранение нашей материальной культуры, наших традиций. Это древняя земля, она носитель глубокой интересной информации. Каждый камень несет в себе какую-то информацию, каждый камень говорит о чем-то. И второе, с развитием сегодня на Кавказе туризма мы можем занять в этом процессе интересное, хорошее место. Мы будем всячески тоже помогать, поддерживать, как в наших силах. Ну и большое спасибо, конечно, руководству, президенту за то, что наконец-то вот этот процесс начался. В этом направлении работа будет продолжена. Различные организации, ведомства и министерства будут благоустраивать объекты культурного наследия по всей республике. Стелла Бязарова, Алина Кисеева, Ида Кочева. Информационный выпуск сегодня. В Цхинвале проходят вступительные экзамены для абитуриентов, которые в этом году хотят поступить в Северокавказский горно-металлургический институт. 80 выпускников будут сдавать экзамены в течение 2 дней по математике, русскому языку и физике. Войска ГМИ ГТУ в этом году по спискам, которые представило Министерство науки, числится 66 человек абитуриентов. И, возможно, которые даже не попали в этот список, их будет больше. Приоритетными, наиболее актуальными являются в первую очередь строительство, информатика, вычислительная техника, прикладная информатика, архитектура, технология продукции организации общественного питания. Абитуриентов тоже я очень рад, что много. Количество увеличилось в полтора раза. Это очень отрадно, очень приятно, что Южная Осетия поступает к нам в вуз. Я вам даже скажу такое, что я сам закончил эту 3-ю школу. Я родился в Цхинвале, я ее закончил, поступил в ГМИ. Сейчас работаю в ГМИ, и мне очень приятно, что я приехал, я принимаю детей к себе в вуз. В Цхинвале по старой доброй традиции запустили летний кинотеатр. По вторникам и четвергам жители и гости столицы под открытым небом на Театральной площади могут посмотреть любимые фильмы советской, индийской и итальянской кинематографии. Афиша в материале Стеллы Бязаровой. Мы начинаем показ с красивого фильма, отечественный фильм «В бой идут одни старики». Цветная версия, я думаю, вам будет очень интересна. Патриотический фильм, то, что сегодня нам очень-очень необходимо. Советский художественный фильм «В бой идут одни старики» прочно закрепил за собой статус одного из самых лучших про Великую Отечественную. Фильмы о победе над фашизмом особенно актуальны сегодня, когда многонациональный мир России вновь объединился против нацизма. В бою? Ну да. Не подсказывай. Привет, вторая. Дай молочка попить. Первый день показа собрал много зрителей. Были организованы посадочные места. Можно было приобрести напитки и попкорн. Вначале специально для маленьких зрителей показали мультфильм. Тоже советский и любимый «Ну, погоди».
Выбирая тематику фильмов, организаторы решили в большей части остановиться на патриотических кинолентах. Однако, учитывая мнение горожан, под открытым небом зрители также смогут насладиться классикой индийского и итальянского кинематографа. Мы включили в этом году такие фильмы, как «Блеф», «Игра в 4 руки», «Профессионал», «Фантомас». Включили по многочисленным просьбам наших жителей с индийского кинематографа. Поэтому добро пожаловать всем, будем отдыхать вместе, думать о хорошем и быть ответственным в это тревожное, не совсем простое время. Сеансы будут проходить каждый вторник и четверг в 20:00. Стелла Бязарова, Геннадий Мамитов, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает завтра. По республике переменная облачность, возможны небольшие дожди. В Знаурском районе днем 25, ночью 13 градусов тепла. В Завском районе днем плюс 23, ночью плюс 13. В городе Квайса днем 20, ночью 10-11 градусов тепла. В Лениногорском районе днем плюс 26, ночью плюс 14. В Цхинвале днем 25 градусов тепла, ночью 14. На этом у меня все. Всего доброго. До свидания.